صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها المسلمون عباد الله. О мусульмане, о рабы Аллаха, после восхода бывает закат. Все, что начинается, то должно закончиться. Таково неизменное предопределение Всевышнего Аллаха для этого мира и для всего, что связано с этим миром. Еще недавно мы с вами ждали с нетерпением наступления благословенного месяца, а сегодня мы уже подошли с вами к его окончанию. Эти дни, эти ночи, когда были шайтаны, дьяволы непокорные, закованы в цепи, чтобы нам с вами было легко поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля. Эти дни и ночи, когда были раскрыты двери рая для тех, кто хотел устремиться к Аллаху с благими деяниями. Эти дни и ночи, когда были закрыты двери ада для тех, кто хотел покаяться в грехах и оставить ослушание Аллаху Субхану ва Тааля. Этот месяц, в который каждую ночь взывал глашатай со словами «Я баги аль-хайри акбель», «О желающий совершить добро, устремись». «Я баги аль-шарри аксир», «О желающий сделать зло, остановись, прекрати». Этот месяц, когда в каждую ночь Аллах Субхану ва Тааля освобождал от адского огня людей. Тысячи прощенных, избавленных от ада, от мучений, каждую ночь в этот месяц. Месяц Рамадан, благословенный, лучезарный месяц, он прощается с нами. Он скоро попрощается с нами. Аллах знает, Субхану ва Тааля. Может быть, для многих из нас, для некоторых из нас, это последнее прощание с Рамаданом. Может быть, уже для него не наступит другого Рамадана. Может быть, он уже не застанет другой Рамадан. И если в душах наших, в сердцах наших есть этот пыл, есть рвение, значит, то, что осталось из ночей и дней этого Рамадана, а это всего лишь 3 ночи, если будет 29 дней в Рамадане, или 4 ночи, если будет 30 дней, то как же мы с вами, если есть хоть немножко горит какой-то пыл в сердце и есть разум, как же мы можем с вами потерять эти дни и ночи, не использовав их для приближения к Аллаху Субхану ва Тааля? Как может у нас сейчас в такой самый ответственный момент ослабнуть наше рвение и наше стремление и решительность? Как можно достичь счастья просто благодаря каким-то пустым мечтам? Аллах меня простит. Я ничего не буду делать, Аллах меня простит. Пустые мечтания для глупцов. Как можно надеяться, что Аллах Субхану ва Тааля тебя помилует, если ты продолжаешь пребывать в грехах, в беспечности, в пренебрежении? Плачет человек, плачет из-за страха, и при этом не оставляет то, что является причиной страха. Разве среди нас есть те, которые не хотят освободиться от адского огня? Или разве среди нас есть те, которые не хотят райских садов? Поэтому бойтесь Аллаха, о рабы Аллаха, и используйте вот этот остаток небольшой дней, которые остались от этого вашего месяца, несколько ночей. Потрудись усердно сейчас. Сейчас потрудись, и ты получишь отдохновение и блаженство потом. Потому что все разумные люди единодушны в том, что невозможно достичь отдохновения и блаженства путем блаженства и отдохновения. Отдыхать и потом получить отдых. Такое не бывает. Этот дорогой гость, этот месяц Рамадан, он уже скоро покинет нас. Этот корабль, он скоро отчалит. Поэтому быстрее поспеши взобраться на его палубу, используя вот эти вот ночи. И ищи эту ночь, Лейлятуль Кадр. Возможно, она вот в этих оставшихся ночах
Та ночь, которая лучше, чем 80 лет. И пророк, алейхиссалату вассаляму, сказал: «Ман кама лейлатуль кадр иманан вахтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин замби». Кто проведет ночь кадр, ночь могущества, с надеждой, с верой и надеждой на награду Аллаха субхану ва тааля, то ему будут прощены все его предшествующие грехи. Поэтому давайте будем усердными в последние вот эти 3 или 4 ночи. Насколько мы можем, о рабы Аллаха. Может быть, мы получим этот успех, получим лейлатуль кадр, ее деяния. «Вама адрака ма лейлатуль кадр». А знаешь ли ты, что такое лейлатуль кадр? Знаешь ли ты, что такое ночь могущества? Да, это самые лучшие ночи, но где понимающие, где поминающие, где выстаивающие намаз с сердцем, с душой ради Аллаха субхану ва тааля, где которые тратят имущество и усердие ради Аллаха субхану ва тааля в эти дни, где те, которые ведут эту выгодную торговлю. Это выгодная торговля, одна ночь, как 30 тысяч ночей. Субханаллах, где вкладчики? Где вкладчики, где инвесторы в эту торговую сделку? Бизнесмен, если сказать ему, твоя торговая сделка принесет доход в 3 миллиона процентов. 3 миллиона процентов. Разве он не схватится за эту сделку? Аллах субхану ва тааля предлагает тебе эту сделку. Одна ночь, как 30 тысяч других ночей. Пророк, алейхиссалату вассалям, поэтому, зная цену этим ночам, он будил свою семью. Кто может встать из домочадцев, выстаивать намазы и молить Аллах субхану ва тааля в эти ночи, будите их. Пророк, алейхиссалату вассалям, делал это. Он будил свою семью на киямуль лейль, на ночные намазы. Пророк, алейхиссалату вассалям, как передано в хадисах достоверных, приходил к Фатиме и Али, ради Аллаху анхума, стучал в дверь и говорил: «Аля такумани фатусаллиян». Почему бы вам не встать и не совершить намаз, не помолиться? Пророк, алейхиссалату вассалям, шел к комнатам своих жен и говорил, алейхиссалату вассалям: «Айкиду савахиб аль-худжурат». Будите обитательниц комнат. «Фарубба касиятин фид дунья ариятун яум аль-кияма». Ведь может та, которая одета сейчас в этом мире, в судный день, будет нагой. То есть сейчас, пока есть возможность, используйте это время. Надо просить у Аллаха субхану ва тааля сейчас защиты от лени. Да, может, лень тебя одолевает, или бессилие какое-то. И говорят некоторые люди: устал, сил нет. Нет, проси у Аллаха субхану ва тааля защиты сейчас от бессилия и от твоей лени. И проси у Аллаха субхану ва тааля помощи, поддержки тебе сейчас в поклонении, уповай на Него и умножь в разы сейчас свое поклонение. Увеличь стремление к благу. Приближайся к Аллаху субхану ва тааля как можешь. И побольше. И еще раз напоминаю, побольше совершай дуа. Покорную мольбу к Аллаху субхану ва тааля, особенно ту мольбу, которую научил пророк, алейхиссалату вассалям, Аиша, ради Аллаху тааля анха: «Аллахумма иннака афувун тухиббуль афва фа'фу анни». О Аллах, ты любишь, Аллах, поистине ты милующий, прощающий. Ты любишь миловать и прощать, так помилуй же меня и прости. Да, о рабы Аллаха, ибаду Аллах. Дуа. Мольба. Сейчас, ва иза салака ибади анни фа инни кариб уджибу да'вата да'и иза да'ан. Если спрашивают тебя обо мне мои рабы, то поистине я близок отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне. И знаете, рабы Аллаха, что из самых великих милостей Аллаха субхану ва тааля для человека, когда у него вот здесь, вот в сердце есть наслаждение, блаженство от общения с Аллахом, от обращения к Аллаху субхану ва тааля с мольбой. Если Аллах изъял из твоего сердца вот это наслаждение от мольбы к Нему, от обращения к Нему, то знай, что это из самых великих несчастий, из самых великих наказаний Аллаха субхану ва тааля. Разве пророк, алейхиссалату вассалям, не просил у Аллаха защиты от сердца, в котором нет смирения? Разве не просил защиты у Аллаха от дуа, на которое нет ответа? Знаете, что Аллах субхану ва тааля, Он не отвергает человека, который искренне к Нему обращается с дуа. Не отвергает, не разочаровывает человека, который на Него надеется. Аллах дает спасение тому, кто просит спасения. Аллах дает помощь тому, кто просит у Него помощь. И дуа имеет самое удивительное влияние на хорошее окончание деяния, на получение благого итога.
Дуа имеет самое великое влияние на получение успеха в наших деяниях и на получение бараки, благодати от Аллаха Субхану ва Тааля в нашем пропитании, в нашем достатке. И ни в коем случае, о раб Аллаха, не считай, что почему-то Аллах медлит с ответом. Не тяготись этим. Не тяготись этим, потому что, может быть, в этом есть великая мудрость. Ты не знаешь, может быть, Аллах Субхану ва Тааля хочет, чтобы ты побольше просил Его. Потому что само дуа и твое состояние при этом лучше, чем то, что ты получишь в результате этого дуа. Аллах Субхану ва Тааля любит терпеливых. Аллах Субхану ва Тааля любит тех, которые довольны тем, что им предопределяет. И пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал в хадисе: «Юстаджабу ли ахадикум алям я'джаль, якулу да'ауту фалям юстаджаб ли». Будет дан ответ вам, кому-либо из вас на дуа, если он не будет спешить. И говорить: вот я взываю, делаю дуа, а ответ не приходит. И самая лучшая дуа у раба Аллаха — это то дуа, которое от сердца, то, которое тайная дуа. И особенно в те времена и в тех положениях, в которых Аллах особо принимает дуа. А это дуа в пятницу вечером. Это дуа во время ифтара. Это дуа в суджуде, когда мы находимся в суджуде, потому что человек ближе всего, раб, к Аллаху Субхану ва Тааля, когда он в суджуде. И поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Факсиру дуа», побольше делайте дуа в суджуде. Сейчас мы, когда делаем кияму лейль, удлиняем суджуд. Не тяготитесь этим. Это возможность для дуа к Аллаху Субхану ва Тааля. Это лучшее положение для дуа к Аллаху Субхану ва Тааля. О мусульмане, знайте, о рабы Аллаха, что все деяния, они оцениваются по их окончанию. Человек, может быть, трудился, а в конце проявил пренебрежение. Субханаллах, это великое горе, потому что деяния, а'маль, они оцениваются по тому, как они закончились. Поэтому вот в этой оставшейся части давайте проявим усердие, и тогда простятся нам те упущения, которые были допущены нами до этого. А если ты будешь продолжать сейчас упущение и пренебрежение, тогда взыщет Аллах с тебя и за оставшуюся часть, и за предыдущую часть. Старайся, чтобы твой Рамадан закончился наилучшим образом, потому что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: «Аля-амалю биль-хаватим». Деяния по окончанию их. То есть оцениваются по их окончанию. Счастливый человек, которому удалось закончить этот месяц покаянием, истигфаром и тобой, возвращением к Аллаху Субхану ва Тааля. О рабы Аллаха, есть у вас грехи? Есть у вас грехи. Есть у всех у нас грехи. Почему сейчас не устремишься к этой возможности, не используешь ее, вот эти благодатные ночи? Ведь можно получить прощение, можно. И освободиться от адского огня можно. Это самое великое преуспеяние, потому что Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фаман зухсиха анин нар, ва удхиля аль-джанната факад фаз, ва мал хаяту д-дунья илля мата'уль гурур». А тот, который будет отдален от адского огня и введен в рай, тот получил настоящий успех. А земная жизнь, что она? Всего лишь временное, обманчивое пользование. О рабы Аллаха. Поэтому нужно закончить этот месяц истигфаром, покаянием. Почему? Потому что, обратите внимание, все благие деяния, великие поклонения, они заканчиваются чем? Истигфаром. После намаза разве не научил нас пророк, алейхиссалату вассалям, просить у Аллаха Субхану ва Тааля прощения? После хаджа разве не установлено, не сказано в Коране, после хаджа, такого великого поклонения, где человек приходится ему столько выносить, разве не сказано в конце хаджа просить прощения? И Рамадан тоже, о рабы Аллаха. Просите прощения в конце Рамадана. Умар ибн Абдул-Азиз, рахимахуллаху та'аля, он посылал сообщения в провинции, посылал свои письма со словами: «Заканчивайте ваш месяц истигфаром», то есть просьбой прощения к Аллаху Субхану ва Тааля. И писал в этом письме Умар ибн Абдул-Азиз, написал в этом письме: «Говорите так,
как говорил ваш отец Адам: «Раббана заламна анфусана, ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна миналь хасирин». О Господь наш, мы поступили несправедливо, причинили много несправедливости самим себе. Так, если ты не простишь нас и не помилуешь нас, то мы окажемся в числе тех, которые потерпели убыток. Самый полезный истигфар, самая полезная просьба о прощении – это истигфар, когда человек возвращается к Аллаху Субхану ва Тааля от грехов к покорности. Это настоящая истинная тауба. Давайте закончим наш месяц истиной. Тауба-то насух, настоящим покаянием перед Аллахом Субхану ва Тааля. И еще, о рабы Аллаха, очень важный момент, о котором забывают многие из нас. Да, мы старательно должны сделать все, что от нас требуется в этом месяце, проявить усердие. Но, пожалуйста, не забывайте о том, что самое главное, чтобы Аллах Субхану ва Тааля принял от нас это. А значит, надо сильно просить Аллаха, чтобы Он принял от нас этот Рамадан, наш пост, наши намазы, наша дуа. Али, рады Аллаху Тааля ан, он сказал такие слова: «Куну ли кабули л-амаль ашадду ихтимаман минкум биль-амаль». Переживайте о принятии вашего деяния больше, чем переживаете о самом деянии. «Алям тасмау ли кавли Аллахи Та'аля иннама ятакаббалу Аллаху миналь муттакин». Разве вы не слышали, что сказал Всевышний Аллах? Поистине Аллах принимает только от богобоязненных. Поэтому признаком хорошего окончания месяца, или частью хорошего окончания месяца того Рамадана, является то, если ты просишь Аллаха Субхану ва Тааля принять от тебя этот месяц, это поклонение в нем. Это было обыкновение салафу салих. Они так поступали, предшественники, сахаба, сподвижники, их последователи. Они прилагали все усилия, чтобы хорошо выполнить поклонение, а потом просили Аллаха Субхану ва Тааля усердно, чтобы Аллах принял от них. Как те люди, о которых сказано в Коране: «Ю'туна ма атау ва кулубум ваджиля». Они делают то, что делают из благих деяний, сердца при этом страшатся, что от них не будет принято. И Фадаль ибн Убейд, от него переданы такие удивительные слова. Он сказал: «Знать мне, что Аллах принял от меня на вес горчичного зерна деяния любимей для меня, чем весь этот мир и все, что в нем есть». То есть одно деяние, которое маленькое, на вес горчичного зерна для меня любимее, чем весь этот мир и все, что в нем есть. Потому что Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Иннама ятакаббалу Аллаху миналь муттакин». Поистине Аллах принимает только от богобоязненных. И о рабы Аллаха, салафу салих, предшественники, они 6 месяцев до Рамадана просили Аллаха, чтобы Он позволил им дожить до Рамадана, а потом 6 месяцев просили Аллаха, чтобы Он принял от них Рамадан. И Умар ибн Абдул-Азиз вышел на праздничный намаз и сказал людям: «Айюхан нас, иннакум сумтум лилляхи саласина яума, ва кумтум саласина лейла, ва хараджтум альям татлубуна мин Аллахи ятакаббаля минкум». О люди, вы постились ради Аллаха 30 дней. И выстаивали ночные намазы 30 дней, а сейчас вышли, чтобы попросить у Аллаха, чтобы Он принял от вас. Али, рады Аллаху Тааля, в последнюю ночь Рамадана он говорил: «Я лейта ши'ри, маниль макбуль, фануханни'у, ва маниль махрум, фануаззи». О, если бы мне знать, говорил Али, о, если бы мне знать, кто те, от кого принято, чтобы поздравить их, и кто те, которые лишены принятия их деяний, чтобы пособолезновать им, выразить им соболезнования. О, те, от которых принято, я поздравляю вас, примите мои поздравления. О, те, от которых не принято, чьи деяния отвергнуты, примите искренние мои соболезнования. Примите мои соболезнования, пусть Аллах Субхану ва Тааля исправит ваше бедственное положение. Акулю хазар кауль, вастагфируллах али ва лакум.